В эфире игра «Ума палата». Игра, из которой можно уйти с ощущением, что вы не только умный, но и богатый человек. Однако правила нашей игры весьма коварны. Думать и отвечать нужно очень быстро. Тот, кто сможет дать 20 верных ответов, будет приглашен мною в финальную игру за денежный приз в 100 тысяч рублей. Ну а сегодня очередные отборочные состязания. Представляю вам игроков, которые не побоялись прийти в нашу студию. Они азартны, смелы и, возможно, безрассудны. Но, быть может, именно эти качества позволят им выиграть в нашей игре сегодня. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Евгений, учитель английского языка, школа номер 30. Ирина Гридинская, учитель истории, школа номер 30. Ирина, позвольте начать общение сегодня именно с вас. Попадали ли вы когда-нибудь в авантюрные ситуации? Ну, наверное. Что это были за ситуации и каким образом вы себя проявили в них? Вот такой вопрос я сейчас не могу прямо сейчас вспомнить. А как вы считаете, наша игра – это авантюра? Да, это авантюра большая. Почему? Ну, потому что неизвестно, какие вопросы будут и как будем отвечать. В общем, Как вы оцените свой уровень знаний? посмотрим. Евгений, вы учитель. Да. Работа учителем – это стрессовая работа? Для неподготовленного морально человека и профессионально, я думаю, да, это стресс. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями в жизни? Ну, не знаю, наверное, как любой другой человек, подумать, уединиться, глубокий вздох, холодный разум, наверное, так. Ну что же, будем считать, что и в нашей игре вы тоже сможете найти секреты борьбы со стрессом. А стресса будет действительно место в нашей игре. Я рад, что вы настроены по-боевому. У вас сегодня есть реальный шанс заработать 100 тысяч рублей в нашей игре. В игре, в которой будет 3 раунда. Но прежде всего жеребьевка. Рядом с вами находится черный ящик, в котором 2 шара красного и синего цветов. Именно они определят очередность ваших ответов. Тот, кто вытянет цвет красный, будет отвечать первым. Приступайте. Ирина. Одновременно. Шарик. Евгений, вы получили преимущество первого ответа. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в 3-й раунд. А в 3-й раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество ответов по результатам первых 2 раундов. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Вы будете отвечать по очереди на мои вопросы. Начинает Евгений. Итак, первый раунд. Евгений, пьеса какого автора легла в основу фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Пас. Булгаков. Ирина, какая часть клетки отвечает за производство энергии? Пас. Митохондрия. Евгений. Среди зеленой якутской тайги царствуют пески, настоящие якутские пустыни. Как называют такие пески? Тайга. Тукуланы. Ирина. Какое направление искусства характеризуется использованием случайных и непредсказуемых методов создания произведений? Абстракционизм. Дадаизм. Евгений. Какое известное литературное произведение редактировалось и переписывалось от руки 8 раз? Пас. «Война и мир». Ирина. Обесценивание денег из-за роста цен на товары и услуги. О чем речь? Инфляция. Совершенно верно. Евгений. Кто был первым президентом Российской Федерации? Борис Ельцин. Верно. Ирина. Как называется зимний вид спорта со швабрами? Пас. Керлинг. Евгений. Кто написал повесть «Портрет Дориана Грея»? Артур. Оскар Уайльд. Ирина. Какая страна является самой крупной по территории? Российская Федерация. Совершенно верно. Евгений. Какой философ предложил теорию социального контракта? Пас. Жан-Жак Руссо. Ирина. Какой персонаж постоянно спрашивал у всех, посещали ли они острова французской Полинезии? Ой, пас. Попугай Кеша. Евгений. Кто разработал уравнение, связывающее импульс и длину волны?
Эйнштейн. Бройль. Ирина, в ходе какой серии войн европейские христиане вторглись на Ближний Восток, чтобы захватить Святую Землю? Крестовые походы. Верно. Евгений, какое государство по площади территории занимает второе место после России? Китай. Канада. Ирина, в каком селе прошли детские годы Михаила Лермонтова? Тарханы. Верно. Евгений, как в теннисе и волейболе называется подача на вылет? Мяч. Эйс. Ирина, как называется единица оптической силы линзы? Люмен. Диоптер. Евгений, как назвали военную знать в Японии? Самурай. Верно. Ирина, время вышло. Итак, первый раунд завершен. Ирина, каковы ваши ощущения от игры? Как вы считаете, справились ли вы? Ну, частично, да. В С общем, чем вы это связываете? ну, потому что я немножко правильные ответы давала. Евгений, были ли вопросы, которые вас мутили? Да, безусловно. Какие это вопросы? Связанные были они, кажется, с историей, если я правильно помню. С историей? Мгм. Но при этом вы не смогли ответить ни на вопрос о Булгакове, ни о Толстом, ни об Оскаре Уальде. Да. Вы не читаете книги? Да, есть грех. Понятно. А теперь статистика нашей игры. В течение первого раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Ирина дала 4 верных ответа, Евгений только 2. Ирина, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд, который также длится 2 минуты. Переход во втором раунде происходит после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы будете всегда отвечать правильно, вы не предоставите своему сопернику ни единого шанса ответить ни на один вопрос. Коллеги и друзья в работе, но непримиримые соперники в нашей игре продолжают состязание за денежный приз в 100 тысяч рублей. Ирина, что такое гипербола? Ну, фигура геометрическая. Нет, неверно, преувеличение для выразительности. Евгений, какой самый большой и глубокий океан в мире? Тихий. Верно. Кого называют первым композитором Якутии? Пас. Жирков. Ирина, сколько пятниц, согласно русской поговорке, бывает на неделе? 7. Верно. Как называется линия, у которой нет концов? Луч. Верно. Как фамилия Джульетты в пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта»? Капулетти. Верно. Назовите город-столицу Республики Беларусь. Минск. Верно. Кто написал картину «Ирисы»? Ван Гог. Верно. Каким словом называли в древние времена водяные часы? Пас. Клепсидра. Евгений, в каком месте располагался пульт управления Карлсоном? На пузе. Верно. Продолжите фразу «Мои года, моего». Богатство. Верно. Как называется специальная обувь футболиста? Бутсы. Верно. Название какого химического элемента в переводе с немецкого означает «волчья пена»? Пас. Вольфрам. Ирина, сколько получится, если из чертовой дюжины вычесть дюжину обыкновенную? Ой, пас. 1. Евгений, сколько строк в Бородинской строфе? 15. 7. Ирина, назовите сериал, снят по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Игра престолов. Верно. С какого века на свадьбах звучит марш Мендельсона? 19-го. Верно. Кратеры какой планеты называют именами художников, композиторов и поэтов? Луны. Меркурий. Евгений, в какой стране жил писатель Льюис Кэрролл, который придумал чеширского кота? Шотландия. Великобритания. Ирина, назовите столицу Венесуэлы. Каракас. Верно. Поставьте ударение в этом слове. Отрочество. Верно. Какое животное представляет собой главный герой мультфильма Гарфилд? Кот. Верно. В списке действующих лиц какой пьесы Гоголя есть Добчинский и Бобчинский? Мертвые души. Ревизор. Евгений, итальянцы называют это государство Монтенегро. Как называем его мы? Черногория. Верно. Благодаря какому острову родилась пословица «Россия – родина слонов»? Русскому. Время вышло. Правильный ответ – Соловка. Второй раунд завершен. А теперь факты. Во втором раунде было задано 25 вопросов. При этом Ирина дала 10 верных ответов, а Евгений только 5. Это означает, что именно Ирина проходит в финал игры «Ума палата». Как вы объясните своим близким проигрыш в этой игре? Объясню тем, что это просто веселый опыт. Верный настрой, и нам очень он нравится. Но, к сожалению, вы покидаете нашу игру. Спасибо за участие. Адьос всем. Ирина, обычно вопросы задаете вы. Но в нашей игре
Мы играем по нашим правилам, вопросы здесь задаю я. Скажите, пожалуйста, как вы учились в школе? Хорошо. По всем предметам? Ну, по гуманитарным, естественным хорошо, по математике не очень. Мгм. А скажите, пожалуйста, какой предмет больше всего любили в школе, помимо истории, очевидно? Русский язык и литературу. Мгм. Какие были там оценки? 5. То есть сейчас, в финальном раунде, вы боитесь вопросов, связанных с точными науками? Ну да. Мгм. Это для меня такая не особо привлекательная область науки. Ну хорошо, будем надеяться, что их будет как можно меньше. Ирина, ровно 1 минуту я буду задавать вам вопросы. Вы на них отвечаете максимально быстро. Если вы доведете счет верных ответов до 20, по итогам всех раундов у вас появится уникальный шанс выиграть наш главный приз – 100 тысяч рублей. Ирина, Сергей, это блюдо из кумыса, летнее жилище якутов или канавязный столб? Канавязный столб. Верно, что оставляют в залог, беря деньги в долг, индейцы североамериканского племени Квакиутл. Шкуры, может, живут. Свое имя один известный писатель рассказывал, что списал образ старушки вреден из Коко Шанель. На голове у нее всегда была шляпка со складной тульей, благодаря которой она и получила свое прозвище. Дальше. Шапокляк. Откуда пошло выражение «деньги не пахнут»? Римская империя, туалеты, платья. Верно. Да. Когда европейцы впервые увидели это животное, они назвали его верблюдопардом. Назовите животное. Может, кенгуру? Жираф. Химики утверждают, что секрет ее прочности в том, что блоки скрепляли специальным раствором на основе риса. Назовите ее. Пас. Великая китайская стена. В какой части света больше всего государств? Евразии. Африки. Сколько километров в 1 миле? Пас. 1/6 километра. На какой вопрос не мог получить ответ Гамлет? Быть или не быть? К сожалению, время вышло. Ирина, игра состоялась. Все прошло. Вы с этим справились. Насколько успешно, мы узнаем прямо сейчас. Как вы сами оцените свою игру? И сколько бы вы поставили, будучи учителем, самой себе? Ой, сегодняшнюю игру, может, на 4 с минусом. Как ваши ощущения после игры? Ведь все осталось уже позади. Ну, могла бы ответить и лучше. Такие ощущения. То есть были А так вопросы, на очень которые вы интересная, знали хорошая ответы? игра, да. Были вопросы, на которые вы знали ответы? Да, но знала, но не успела как-то вникнуть и ответить быстро. Мгм. Понятно. Ну что же, давайте все-таки подведем итоги и узнаем наш результат. Итак, за время 3-го раунда я задал вам 8 вопросов. Из них вы дали только 2 верных ответа. В последнем решающем раунде вы не смогли набрать нужное количество верных ответов, поэтому покидаете нашу игру. Можете сказать что-нибудь на прощание? Спасибо за игру. Спасибо и вам. До свидания. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой можно выиграть 100 тысяч рублей. Однако сегодня деньги снова остались у меня. Может быть, следующим игрокам повезет больше? Это игра «Ума Палата». Имя этого человека считается одним из самых известных в мировом кинематографе. Его называют королем ужасов, отцом триллера и одним из первых режиссеров, сформировавших свой узнаваемый авторский стиль. Однажды он сказал: «Когда я сочиняю истории, меня более всего волнуют не характеры, а лестницы, которые скрипят». Кому принадлежат эти слова? Этот вопрос я хочу адресовать нашим сегодняшним игрокам. Давайте познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Кланура, певица, радиоведущая. Саргалана, научный сотрудник. Кланура, считаете ли вы себя азартным человеком? Да, считаю. А эрудированным? 50 на 50. Как вы определили 50 на 50? Мне Каким очень методом? Мне очень нравятся интеллектуальные игры. Люблю угадывать всякие викторины, интеллектуальные вопросы. Интеллектуальные вопросы любили в школе? Какой предмет вам давался больше всего? Больше всего давался русский язык, литература, математика. Мгм.
Противоречивые интересы математика и литература. Ладно, проверим ваши знания в игре. Саргалана, вопрос об известном кинорежиссере. Я хочу адресовать именно вам. Знаете ответ? Хичкок? Какие-то можете назвать его работы? Ох, сразу нет, наверное, не смогу. Мгм. Как настроены на игру? Немножко волнительно. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за приз в 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо одновременно вытянуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Красный. Синий. Мгм. Саргалана, вы вытянули шар красного цвета, это означает, что вы будете отвечать первые. Верните шары на место, и мы будем начинать. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В финал выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Я задаю вопросы по очереди. Первый отвечает Саргалана. Итак, первый раунд. Саргалана, какие острова названы в честь испанского короля Филиппа II? Пас. Филиппины. Кланура. В каком городе были построены первые корабли российского флота Петра I? В Санкт-Петербург. Воронеже. Саргалана, назовите автора пьес «Клоп» и «Баня». Маяковский. Верно. Кланура. Что означает по-итальянски слово «опера»? Пас. Труд сочинения Саргалана. На каком озере произошло ледовое побоище? Чудская. Верно. Кланура. Сколько листьев у ландыша? 3. 2. Саргалана. Как называют судно с 2 корпусами, соединенными сверху? Пас. Катамаран. Кланура. Сколько звуков в слове «рассеянный»? 2. 9. Саргалана. Что жевали звери из сказки Чуковского до встречи с тараканом? Боже. Пас. Пряники. Кланура. Название велосипеда для 2 человек. Пас. Тандем. Саргалана. Сколько лет 20-летнему человеку было 4 года назад? 16. Верно. Кланура. Название профессии дрессировщика собак. Дрессировщик. Кинолог. Саргалана. На каком щипковом инструменте играли сказители былин? Гусли. Сколько лет заняло строительство Миланского собора? 10 лет. 579. Саргалана. По каким по счету буква мягкий знак названия последнего месяца осени? Саргалана. 6. Кланура. Какой из чудес света можно наблюдать сегодня воочию? Кланура. Ас. Пирамиды. Саргалана. В каком году впервые произошел кислотный дождь? Пас. 1852. Кланура. Самый распространенный жанр литературного творчества среди школьников. Сочинение Саргалана. Кто провел 28 лет на необитаемом острове? О, Господи. Вы не знаете, Кланура в Японии этот предмет называют. Герой Дефо. Господи, Робинзон Крузо вспомнила. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего я задал вам 19 вопросов. При этом Кланура дала 0 правильных ответов, Саргалана 5. Кланура, где обещанный 50 на 50? Я переволновалась. Вот слово сочинение вылетело у меня с головы прям от волнения. То есть это ранняя деменция, Да. это волнение, но не отсутствие знаний. Мгм. Кланура, ведь вы не смогли ответить на вопрос о дрессировщике собак. Вы сказали, что дрессировщик собак Да. это дрессировщик? Я так и ответила, да. Мгм. Переволновалась. Да, кинолог, да. Единственное сохранившееся чудо света. Пирамиды вы также не назвали. Пирамида. А другие назовете? Ой, 7 чудес света было, да? 8. Их было 7. Пирамида Хеопса. Так. Сейчас не могу. Ну, собственно вспомнить. говоря, и все, по Мгм. вашему мнению. Понятно. Саргалана, как вам первый раунд? Растерялась, честно говоря. Могла дать больше правильных ответов. Я не успеваю на отведенное время сосредоточиться.
Вы также находите себе оправдание. Ладно, посмотрим, что покажет второй раунд. Тем не менее, Саргалана, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете отвечать первые на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, может не оставить своему сопернику ни единого шанса. Саргалана, кого в первом десятилетии советской власти называли шкрабом? Пас. Кланура, школьный работник. Кланура, какой царицей была роковая девица из пушкинского «Золотого петушка»? Пас. Шамаханская Саргалана, как зовут древнегреческую музу легкой поэзии и комедии? Пас. Талия. Кланура, как другим словом назвать выигрыш игрока, проигравшего ранее? Пас. Реванш. Саргалана, кому из поэтов принадлежат стихи «Весна идет, весна идет»? Весне дорогу. Ёпар. Тютчев. Кланура, что завещал Ленин? Учиться, учиться. Еще раз учиться. Кланура, чему равно число Google, от которого произошло название поисковой системы Google? 8. Единица со 100 нулями. Саргалана, на каком фронте была оттепель, которая поется в песне «Давай закурим» из репертуара Клавдии Шульженко? Западно. На Южном фронте. Кланура, какой античный бог известен по псевдонимам Феб? Пас. Аполлон. Саргалана, чему приблизительно равен 11-й год? Времени, за который свет проходит... 10 триллионов километров. Кланура, какой чин при дворе царя Федора Иоанновича имел Борис Годунов? Пас. Конюши. Саргалана, как в советское время называлась Тверь? Калинин. Верно. Саргалана, памятником кому, по словам Агюста Родена, является его известная скульптура «Мыслитель»? Пас. Французским рабочим. Кланура, кто носил фамилию Мориарти, который использовал Конан Дойль для образа гениального злодея? Пас. Соученик по колледжу. Саргалана, как называется индейская игра с обручем и жестом? Пас. Чатки. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Всего за второй раунд я задал вам 15 вопросов. При этом Саргалана дала 2 правильных ответа, Кланура только 1. Кланура, вы ответили на вопрос о завещании Ленина. Учиться, учиться и еще раз. Учиться. Да, это правильный ответ, единственный ваш за всю игру. Да. К сожалению, да. Ну, звучит весьма символично. Видимо, нужно учиться, да? Вопросы у нас, мне кажется, сегодня достались немножечко сложные, да еще волнение есть. Вроде бы. Но 50 на 50 все равно не устраивается. Ну, сегодня, как говорится, так. Мгм. Поэтому в следующий раз, когда вас спросят уровень вашего интеллекта, не говорите, что 50 на 50. Мы благодарим вас за игру, тем не менее. Хотим с вами попрощаться уже сейчас. До свидания. До свидания. Да. Саргалана, первые 2 раунда показали что? Каков ваш уровень интеллекта? 50 на 50? Примерно, наверное, так. Ну и у вас 50 на 50, тем не менее, тоже не выходит. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы. Вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за наш главный приз – 100 тысяч рублей. Я напоминаю, что за этот куш вы сможете побороться в конце телевизионного сезона. Саргалана, как звали мальчика, упустившего из бутылочки старика Хаттабыча? Волька. Верно. Кто в 19 веке назывался целовальником? Пас. Продавец вина. Как в трагедии Шекспира Отелло поставил точку в жизни Дездемоны? Задушил. Верно, после этого заколол кинжалом. Кто из этих русских писателей не был лауреатом Нобелевской премии по литературе? Бунин, Пастернак, Булгаков. Булгаков. Верно, что дама не сдавала в багаж? Гордину, диван, сумку, маленькую собачонку. Гордину. Сумку. Какой продукт в разных странах называют папиной бородой и бабушкиными волосами? Пас. Сахарная вата. Какое астрономическое явление жители Земли могут наблюдать раз в 75-76 Самиту лет? Галея. Верно, название какого алкогольного напитка переводится с немецкого как полынь? Вермут. Верно. В какое созвездие входит звезда Шаула, название которой переводится как «поднятый хвост»? Пас. Скорпион. Кто амнистировал всех оставшихся живых декабристов, сосланных на Кавказ из Сибирь? Александр II. Верно. Героем какого произведения Гоголя является Иван Добровольский?
Пас. Поезд нос. Время вышло. Стоп, минута прошла. Сарглана, игра завершена, можно выдохнуть. Какие ваши ощущения после игры? Можно уже расслабиться и не пытаться зарабатывать очки. Очень быстро все. Не хватает практики. Как вы считаете, сколько правильных ответов вы дали в третьем раунде? Около 10. Около скольки? Я за общую говорю. Ага. А за третий раунд? Наверное, 3. Мгм. За третий раунд я задал вам 11 вопросов, при этом вы дали 6 правильных ответов. Да, в принципе, 50 на 50 получилось, но не за всю игру. Это означает, что в последнем решающем раунде вам не удалось набрать 20 правильных ответов, и вы покидаете нашу игру. Хотите что-то сказать на прощание, передать кому-то приветы? Или уйдете молча? Спасибо за игру. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». И вновь денежный приз остался у меня. Может быть, кому-то все-таки улыбнется удача. Было бы замечательно. Но об этом мы узнаем через неделю.